Уже июль, а скоро и август. Как же быстро летит время, особенно летом. Ведь все самое волшебное случается в промежуток между июнем и августом. Лето всегда уходит молча, как путешественник, приближающийся к концу удивительного путешествия. Пёсель, привет, привет, все, привет. Ты чё ходишь? Потерялся, что ли, рыжий? А я думал, ты за мной бежишь, лаять будешь. Привет. Привет. Привязалась он. Шашлык, Дима говорит. Да, его шашлык зовут. Это разве шашлык? Вроде шашлык более старый был. Тут, короче, есть собака, Ага. которая постоянно здесь ходит уже лет 5, наверное, 6. А я еду, смотрю, он сзади бежит. Угу. Я думал, сейчас лаять будет. Ага. Я еще остановился, думаю, ну ладно, сейчас это полает, да уйдет. Ага. А он хвостом вот так виляет, добрый, короче. Ну, добрый очень. И пристал ко мне, короче, вот. Здешний? Ну, местный, Вообще добрый такой. бродяга. Ну, какой-то он с ошейником. Да, вот он бегает. Эй, Видимо, привет. отпустили, либо убежал гулять. Пацанчик. Привязался, да, бродяга. Хвостом виляет. Да, мы пешком идем в горку. Чикомариков пока не так много, по идее. Так, ребята хотят попшикаться от комаров. Но, в принципе... Мне нужно просто... Вот, сумка где она находится? У меня магаданская шапка. Закрылка, мне пофиг. Я сейчас, сука, напялю на себя коматник. И мне будет заебца. Вот, короче, мы едем, ну, тут где-то до нашего места, до поляны 1,5-2 километра, может, от силы. Вот, мы ищем, едем. Ну, чуть подальше надо все-таки уехать, потому что чем ближе к дороге, тем больше вероятность, что кто-то там будет ходить, ездить. А здесь мы сами по себе. Ну и я сколько уже, третий раз еду сюда. Здесь никто не ходит. Нам прямо никто не ходит, не беспокоит. Но бывает эти ездят. Мотоциклисты. Ага. Лежишь такой и вау, там по дороге там пронесется. Ну, от дороги тоже где-то на метров 500 отхожу подальше, чтобы не слышно было и не видно, самое главное. Ну что, шашлык рыжий, все с нами будешь, да, ночевать? Новый шашлык. А мы здесь нашли место, полянку такую хорошую. Видите, тут и мох есть, короче, и вот эта вот штука от брусники, она мягкая, можно, в принципе, палатку даже вот на мох поставить, вот тут шишки просто очистить от шишек, и будет классно. Так, ну что ж, ребята, мы здесь уже поляну накрыли. И Дима с Туярой сегодня нам гастротур устроили. Взяли горячий плов, приготовленный уже дома. Да, оладушки взяли, блинчики. Ну, что-то еще вкусное взяли. Ну, в общем, сегодня с голода не помрем. Да, и вот на горелке, кстати, вот кофея, чаю заварили уже. Так что будем сейчас ужинать. А вот и плов. Вкусняшка. О, спасибо. Вот смотрите, какие вкусняшки нам дали. В общем, спасибо Туяре и Диме за этот ужин. Сама идея выбираться в лес в будние дни — это очень такая прикольная вещь. Почему? Потому что вся наша жизнь летом проходит. Ну, не у всех же бывает отпуска большие летом. Мы все люди как бы работающие, дела и так далее, и так далее. Но
мы порой забываем о том, что все-таки надо выезжать на природу, отдыхать. И вот когда ты в будние дни там, ну, в среду, там, в четверг поехал, ну, без разницы, это рабочий день, ты просто сидишь и балдеешь, отдыхаешь, и тебе так хорошо. Тем более, когда ты в компании. Ну, вообще, я люблю один, вы это знаете, ездить, но когда ты едешь с хорошей компанией, с проверенными ребятами, товарищами, то, соответственно, это еще гораздо лучше. Ну, вот как сегодня. Я вообще планировал как бы один поехать, но потом подкинул идею Туяре в нашем телеграме. И Туяра откликнулась, сказал, ну, тоже изъявила желание поехать. Вот. Соответственно, мы втроем и поехали. Так что балдеж. Ну и комаров меньше стало. Сейчас вообще пропадут. С каждым часом все меньше и меньше. Спустя 2 часа. Надо было пораньше. Давай куда-нибудь подальше от костра. Таня, привет. Мне так жарко вообще. Я же вот езжу только по Поляркова и по Ленина. Если сворачиваю, я уже сразу где я, что я еду Жарницкого, там очень долго. Я еду в поход. Собакин убежал. Потому вот что такие его дела. погнали. Да. Ну он тут этот. Короче, он тут ходил, вот этот песель, да, рыжий. Шашлык мы его назвали. Он, короче, мне на велобаул успел нассать. Потом подошел, где вот мой велик, прямо видите, он все дерево обоссал с 2 сторон. Потом, значит, он чуть не блеванул, по-моему, возле велика Туяры. И, короче, знаете, он тут все рыскал. Потом, когда уходил отсюда, он мои вот очки оклевские сбросил с велика и убежал. Прямо на бок. Да. Короче, это, ну, шашлык такой, короче. Видимо, мы ему не понравились, вот он покинул нас. Так, ну что ж, друзья, уже час ночи. Пора на боковую. Завтра рано вставать в 6 утра. Поставили будильники все, чтобы не проспать. Завтра, значит, в 6 утра мы просыпаемся. По-быстрому кипятим воду. Пьем кто чай, кто кофе. И выдвигаемся в город. Решили все вместе ехать. Поэтому завтра будем, ну, примерно где-то часам 8 уже в городе. Ну, ладненько. Всем спокойной ночи. Этот день был очень классный. И на следующей неделе мы тоже запланировали такой же выезд. Может быть, на это же место, может быть, другое место будем искать. Ну, в общем, всем все понравилось. Формат такого отдыха очень классный, когда в будние дни вы выезжаете на природу. Это вообще как бы дает дополнительную энергию, заряд позитива. И, в общем, всем очень понравилось. Так что в следующей неделе снова будет примерно такая же серия, контент. Вот, ну, тоже решили такой же командой ехать. То есть, может, кто-то еще присоединится. Ну все, пора спать на боковую. Всем пока и до завтра. Летнее утро – нечто особенно приятное. Ведь ты просыпаешься в одеяле ласковых солнечных лучей. Пусть даже рано, как сегодня. Но поверьте, оно того стоит. Ведь когда еще можно вот так, в будние рабочие дни, отдохнуть на природе? А когда наступает зима, мы часто даже и вспомнить не можем, когда мы летом отдыхали, ночуя в палатке. Ведь чем больше проводишь время на природе, тем больше будет чего вспомнить в долгие зимние вечера. Успевайте вдоволь насладиться летом, пока оно не ушло. Так, ну что ж, мы собрались уже. Ребята вот тоже, Дима. Но они чуть попозже с Туярой поедут. А мы уже с Таней газуем, потому что нам надо успеть в город. К 8 мы должны быть в городе. Ну, время уже почти 7.
Так, вельчик я собрал уже тоже. Короче, надо выезжать. О, а за что я еще люблю ездить рано утром, так это такая прохлада стоит, ветерочек. И никого нету вообще. Ну тут-то понятно, никого нет, но и там на дороге тоже меньше машин. А сейчас нас ждут спуски. Вот это сам прикол, потому что сюда все время как будто бы в горку едешь. Такой тягунчик. А назад можно педали даже не давить, он велик сам едет. Ну что ж, друзья, на часах 7:30, короче, за полчаса доехали от места стоянки. Все прошло замечательно. Вообще было ночью комфортно спать. Никто практически не замерз. Но там Дима немножко, говорит, замерз из-за спальника. Что-то у него какой-то вроде бы толстый, но такой вроде массивный, толстый, но его не грел этот спальник. А так все остальные хорошо все выспались, несмотря на то, что спали всего 4 часа, но этого хватило. Просто на природе всегда как-то лучше высыпаешься, чем дома, поэтому зарядились энергией, позитивно провели вечер. Ну и утро тоже всегда хорошо, когда рано просыпаешься и едешь по своим делам. Ну, я пожелаю всем снова крепкого здоровья. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока-пока.